Пять осенних дней 1992 года стали самой страшной этнической чисткой в новейшей истории Кавказа. Тысячи ингушей были изгнаны со своей земли, сотни убиты, тысячи пропали без вести. Но без рук Кремля этого бы никогда не случилось. Что стало настоящей причиной этой бойни? Почему Москва десятилетиями подталкивала соседние народы к вражде? Кто первым нажал на курок? И кто отдал приказ? Почему Джохар Дудаев тогда испугался, и что именно он понял о планах Кремля? Можно ли было остановить кровь? И почему о тех событиях до сих пор стараются молчать? Ответы в разговоре со свидетелем тех страшных дней, с человеком, которого эта трагедия коснулась лично, как она изменила его жизнь, о чем он жалеет спустя 30 лет. Досмотрите до конца, там самое важное. Эксклюзивно для канала Freedom Кавказ. Эти трагические дни для всего Кавказа и в целом для Кавказа и конкретно для ингушского народа в новой истории – это беспрецедентный случай именно подобного этнической чистки, то есть подобного насилия Кавказ не знал. Имеется в виду, когда это в рамках каких-то межнациональных или межэтнических столкновений на Кавказе. То есть если мы посмотрим, откроем вехи истории, мы не видим подобного насилия, издевательства над трупами, изнасилования женщин, как бы это ни звучало. Подобного мы не знаем на Кавказе. Никогда такого не было, насколько мы знаем. Вот в таком масштабе и вот таких зверств не было. Были войны, но это внешней агрессии, конкретно со стороны России. Конечно, там насилие уже не имеет никаких границ. Все виды насилия не принесли к нам. Но именно конкретно, если мы рассматриваем внутрикавказские конфликты, такого никогда не было. Насколько я знаю, насколько я советовался и разговаривал с историками, они говорят, что это беспрецедентный случай. На это есть много причин. Как мы знаем, именно конфликты, связанные с земельными спорами, они не возникают на ровном месте. Они несут за собой много разных событий. Как правило, это исторические события. Конечно, кто-то может сказать, что в таких вопросах не бывает абсолютно правых сторон или абсолютно неправых. Но в данном случае проблема здесь не только в том, что осетины такие коварные, подлые люди, или ингуши такие коварные, подлые люди, что хотят присвоить чужое. Здесь есть внешний фактор, и это Россия, как ни странно, которая как химера злая везде приносит козни. Она, как мы знаем, работает во всех направлениях. Это и прямое насилие, это разжигание межэтнических конфликтов, тлеющие конфликты. И таковых на всем постсоветском пространстве наблюдается сотни. И это один из таких случаев. Вот ингушский вопрос – это один из таких. Вот в чем вся проблема. В том, что решить такие вопросы невозможно в силу многих факторов. Самый важный фактор – это сама Россия. Она не даст никогда решиться такому вопросу, лишить себя саму такого рычага влияния над народами, как роль миротворца. Это не случилось спонтанно. Конечно, если мы взглянем историю, то все начинается гораздо раньше. Начинается еще в 1736 году, когда очередная русско-турецкая война закончилась, и был заключен так называемый мирный договор между Османским государством и Российским государством. После заключения этого мира как раз-таки буферная зона проходила по территории сегодняшней Ингушетии и Северной Осетии. Тогда еще не было такого понятия, как военно-грузинская дорога, которая позже была сооружена. И эти земли были не освоены. Максимум, докуда география распространялась в Российской империи, это
земли, так называемые земли Большой и Малой Кабарды. Как раз-таки на границе самой территории Малой Кабарды жили ингуши, равнинные ингуши. Сейчас мы говорим именно о равнинных ингушах, потому что большая часть это все-таки все ингуши это горные, и есть те, которые со временем на равнины переселялись, потому что там жизнь легче, и разводить скотоводчество, и все остальное связано с этим. А в итоге Россия начала укреплять зону влияния свою по этим границам. Выстраивать, ну, как обычно они любят, устраивать всякие провокации. Дошло до того, не буду вот сильно вдаваться в подробности, в итоге они откололи одного князя от Малой Кабарды, построили ему крепость Моздокскую, сегодняшний Моздок, где находится, и вот манипулировали этими территориями и людьми, которые населяют эти территории. Они еще надеялись, что люди, которые там живут, осетины, в частности, ингуши равнинные, они не были еще в исламе, массово обращены в ислам, и они надеялись как-то их обратить в христианство. И по примеру того же там Донбасса и вот этих событий, объявить их своими людьми. Как мы знаем, в то время не было такого понятия, как национальные государства. Государства строились на религиозные были государства, они строили на идеологической основе религиозной. И какой религии ты принадлежишь, значит, такому подданным этого государства ты являешься. Поэтому очень важно было обращать людей в христианство, чтобы их называть частью своей территории. Как я сказал раньше, как по примеру Донбасса, там живут русские, вот мы сейчас будем защищать русских и все, что с этим связано. Вот ровно этим и занимались русские. Они упорно старались христианизировать ингушей, но ислам уже глубоко проник, особенно сильно распространен был среди молодежи, и не очень получалось, скажем так, отвергалась эта идея христианства. И сейчас мы говорим именно по реке Терек, где сегодня находится крепость, которую они построили, Владикавказская. Вот эта территория вся и называлась у ингушей Бурогал, то есть вот так называлась эта территория. Позже она построена была крепость, и они называли ее Владикавказская, то есть владей Кавказом, потому что это очень стратегическая территория. Там есть река, там Дарьяльское ущелье вверх, сегодняшний Верхний Ларс называется. Это дорога, откуда можно попасть в Грузию. Это все ингушские территории. Вот. И вот это геополитически важное место, они ее назвали именно поэтому Владикавказ, потому что оттуда можно было владеть фактически всем Кавказом на тот момент. Теперь они упорно старались, и это очень важно для них было, христианизировать этих людей, которые там живут. Ингуши не соглашались, и достаточно долго, если честно сказать, долго они старались христианизировать, но всякий раз это заканчивалось неудобными моментами. То каких-то проповедников убьют, ночью где-то в канаве найдут, потому что они пьянствовали, приставали к женщинам, а на Кавказе это категорически не приветствуется, честь женщины очень высоко ценится, и этих проповедников частенько находили мертвыми. Это очень сильно не нравилось командованию, но с той стороны, Дагестана и Чечни, конечно же, шла война активно, именно так называемая русско-кавказская война. Сопротивление было в той стороне, в горных селениях и в густых лесах. Поэтому открывать новый фронт и вот, усложнять себе ситуацию они не хотели. И им важно было обратить этих людей в христианство и местных аборигенов, ими воспользоваться, чтобы они им помогали дальше осваивать эти территории, потому что им нужно было знать культуру, язык, нужны были свои какие-то сателлиты, которые будут дальше помогать им осваивать территорию. В общем, это продолжалось достаточно долго, пока в 1858 году это не вылилось в так называемое Назрановское восстание. То есть ингуши очень долго терпели, пока окончательно русские поняли, что ингуши не будут принимать христианство. Они уже
перешли к радикальным мерам. То есть они начали так называемое укрупнение. То есть ингуши жили свободно, как и свободно имеется в виду своими тейпами, и между ними обычно были большие расстояния, чтобы не мешать друг другу, чтобы пастбища осваивались правильно, крупно не жили. Но это усложняло для русских управлять, контролировать, и они решили сделать укрупнение, то есть их селять и делать из них большие села. Но ингушам это не нравилось, потому что у ингушей есть очень древние обычаи и свой культурный код, который подразумевает такое понятие, как родовой дом. То есть я не могу бросить родовой дом, он мне от отца достался, ему от отца достался. Это наше пастбище, это наши территории. Теперь мне говорят, переселяйся туда, в другое место, хоть это и часть нашей родины, да, Ингушетии, но это очень болезненно воспринималось. Было очень сложно. Часто бывало так, что человек, живший на своей территории, у него, вот, скажем, современном, это его фазенда, где у него есть большая территория, свой родовой дом, своя семья, вот у него дети женаты, и вот это его поместье. Ему говорят, вот ты сейчас переселяешься в другое место. А когда он приезжал на это другое место, новое, это хоть и часть Ингушетии, но это территории, которые были отданы казакам. И ему нужно было выкупать эту территорию у казаков. Либо выкупить за деньги, либо платить аренду и на арендованной земле жить. То есть это вопиющая несправедливость была. То есть свои собственные земли люди вынуждены были арендовать у чужеземцев. В итоге это тоже очень плохо шло, ингуши им не нравились, соответственно, опять ингуши проявляли недовольство, они требовали свое, кто-то кого-то там застрелил, убил, так называемого новоявленного хозяина его собственной земли, когда он начинал чрезмерно, высокомерно себя вести, были такие стычки. И они уже окончательно решили, что этих людей нужно отсюда вообще выселить, куда-то убрать, и начали предлагать им, начали, пошли слухи и уже практически какие-то моменты, что нужно переселять их на Дон, ингушей вообще выселить. Что, конечно же, вызвало очень большую бурю негодования среди людей. И, как я сказал, в 1858 году Назрановское восстание было, где люди собрались и напали на крепость. Бунт был подавлен, было казнено через повешение 10 человек. Среди них были и ученые в то время, и муллы, так называемые, исламские деятели. И после того, как восстание было подавлено, все-таки командование не решилось переселять людей на Дон, они их оставили на этом месте, вот как было, так и оставили. Чуть, скажем, немножко пошли на уступки. В итоге это продолжалось до того момента, пока царь Николай не отказался от престола, и вот эта империя зла, она развалилась, и горские народы, в том числе ингуши, решили провозгласить независимость. И 1917 по 19 год были попытки создания Горской республики. Как мы знаем, известные события. Конечно, это не удалось, к сожалению, из-за многих факторов. Но суть в чем? В любом случае, этот вопрос с землей, ингушской землей, о которой мы говорим, он висел в воздухе. Почему? Потому что в 1920 году уже, когда большевики пришли и попросили у кавказцев помощь в укреплении своей власти и сражении против Деникина, одним из ключевых моментов, которые были предложены ингушам, это возвращение земель пригородного района, так называемого, и города Владикавказ. То есть они предлагали всем разное, как мы знаем, и шариат, то, что они разрешат применять как право, и оружие носить, и многое-многое другое, и справедливость, и колхозы всем, и земли крестьянам, все, что нужно, они готовы были дать. И самый важный фактор, как я сказал, это ингушам было предложено
то, что им будет возвращен их город Владикавказ и ближайшие села исторические. На что ингуши согласились, поддержали большевиков. И, кстати говоря, ингуши приняли против Деникина очень действенное участие. И итоги, как мы знаем, большевики не сдержали свое слово после укрепления своей власти. Они не то, что не сдержали своих обещаний, они, наоборот, начали искоренять религию, разрушать мечети, лишать людей, раскулачивание пошло, так называемое. Раскулачивание, оно очень больно ударило именно по кавказским народам, потому что частная собственность очень высоко ценится в шариате. И это основа основ. Никто не имеет права посягаться на частную собственность. То есть люди, которые нажили собственное имущество в этой, скажем, вакханалии, где происходили войны, репрессии, убийства, люди все равно умудрялись что-то нажить. В итоге приходят большевики и просто берут и все забирают под лозунгом раскулачивания, что абсолютно было неприменимо для кавказцев, потому что если даже мы скажем о остальной России, где люди, какие-то кулаки, так называемые, наворовали у народа, эксплуатировали людей и нажили как бы нечестным трудом это все, если к ним это как-то было применимо, то к кавказским народам этот метод был совершенно кощунственно применен. В итоге, более того, русские передали город Владикавказ и все территории, прилегающие, Северо-Осетинской ССР, состав Северо-Осетинского СССР, а Ингушетию, оставшуюся, присоединили уже в 1934 году и создали Чечено-Ингушскую ССР. И ингуши, конечно, старались как-то препятствовать этому, но в условиях репрессий 1937 года, расстрелы, казни бессудебные, людей просто теряли. Какая-то политическая жизнь, конечно, была абсолютно невозможна. И это продолжалось вплоть до 1944 года, до трагических событий, когда ингушский народ, как и чеченский народ, были массово депортированы в казахские степи и находились там вплоть до 1957 года. В 1957 году, так называемая хрущевская оттепель, люди начали возвращаться. Как только люди начали возвращаться, конечно, у ингушей опять же была задача вернуть свои территории, но, как видно было, никто им возвращать территории не собирался, какие-то поползновения были, какая-то политическая жизнь все равно началась. И в 1973 году в городе Грозном ингуши провели известный митинг, требуя вернуть город Владикавказ, пригородный район, в состав Чечено-Ингушской ССР. Это требование было отклонено, митинг был разогнан жестоко, и на этом эта инициатива была приостановлена. Но, как мы знаем, и это государство, очередная попытка русских создать империю, развалилась. И уже в 1991 году, на заре, как Ельцин приходил к власти, ровно так же, как и большевики пришли к кавказцам с горой обещаний. Ельцин пришел и начал обещать ингушам. То же самое, в принципе. Мы вернем, известный митинг был, Назрань приехал, город Назрань приехал Ельцин, и просил его поддержать. И одним из его основных обещаний это было подписать закон о реабилитации репрессированных народов. По этому закону ингуши уже имели юридическое законное право вернуть отторгнутые территории, которые незаконно были переданы осетинам. Ингуши опять обманули, и, конечно же, закон все-таки был подписан, но по сегодняшний день он не реализован. Какие события дальше уже, мы сейчас переходим в новую историю, какие события дальше начали происходить? После того, как Ельцин вернулся в Москву, подписал закон о реабилитации репрессированных народов, ингуши начали воплощать этот закон из бумаги, превращать его в применять практические действия. На что осетинская сторона начала реагировать очень болезненно. Они не хотели отпускать занятые ими дома чужие,
занятые территории, в которых они живут. То есть они буквально жили в чужих домах, в которые были заселены. И люди требовали на основании этих бумаг. В результате этих требований обстановка накалилась достаточно сильно. Ингуши, оперируя этим документом, пытались вернуть часть своей территории. И начались какие-то стычки, какие-то поножовщина, какая-то бытовые конфликты начали происходить. В итоге ситуация начала накаляться. Русские вмешиваться в эту ситуацию как будто бы не хотели, но оказывается, это была провокация, где ингушей просто, скажем, обманули, что им дают вернуть свои территории, но провокация уже была готова. То есть армия и войска были стянуты уже на эту территорию, и со стороны осетин определенные силы сделали провокацию в сторону ингушей, где ингуши были вынуждены создать силы местной самообороны. Вообще, в целом, по закону Российской Федерации и в то время, и сейчас подобные действия считаются антиконституционными. Создание на какой-то территории каких-то сил самообороны. Но у ингушей не было другого выбора. И парламент Ингушетии на тот момент, который был, они издали такой закон на своем местном уровне и создали местные силы самообороны, которые были призваны защищать население, потому что на них атаки усилились со стороны осетин, провокационные. Они были вынуждены защищать свое местное население, так как русские как будто бы не вмешивались. Как только эти силы были созданы, тут же началась провокация, обстрел ингушских сел со стороны русских войск. Регулярная армия была задействована. Села обстреливались с градов, с вертолетов, с танков и били по обычным гражданским людям, потому что вся вот эта сила самообороны, о которой мы говорим, они были очень малочисленны, не больше 100-150 человек. В результате чего по разбитым домам следом шли зачистки. Зачистки организовывали осетины и южно-осетинские наемники. Так называемые южно-осетинские наемники, о которых мы знаем по Цхинвалу, когда эти же люди чинили зверства над грузинами, когда Россия оторвала часть грузинских территорий, используя эти же сателлиты, эти же люди учинили вот это насилие над ингушами. То есть их задача была, как мы понимаем, запугать ингушей, чтобы они никогда в жизни больше не захотели возвращаться на эти территории. Огромное количество обезглавленных людей, головы не найдены, у многих даже не знают, где их головы. Огромное количество беременных женщин, которые животы были спороты, и дети были буквально, это сложно, это все описывать. Это все есть в интернете, эти все кадры есть, это никак не придумаешь такое. То есть, если даже ты хочешь максимально об этом рассказать в красках, ты не сможешь это сделать просто потому, что есть реальные кадры и факты, на которые можно посмотреть и увидеть. Это никак не опишешь. Там есть факты такие, что неприлично даже описывать. То есть, людей закидывали покрышками, поджигали, сжигали их заживо. Огромное количество братских, так называемых могил, которые мы даже не знаем, где они находятся. И мой родной дядя, в том числе Каштоев Бахауддин, он тоже без вести пропал, как и другие. Больше 100 человек есть без вести пропавшие, то есть ни останков их, ни живыми, ни мертвыми, их мы до сих пор не нашли. И эта трагедия коснулась моего дома непосредственно. То есть я сам лично прошел через эту трагедию, я это прекрасно помню. Я помню тот день, когда он уезжал. Я помню тот день, когда пришла новость, что он без вести пропал. Конечно же, моя мать и другие сестры мамины, они были в истерике от этой всей ситуации. Еще мать жива была его, моя бабушка.
Потом старший брат его отправился за ним. Он тоже опять без вести пропал. Но, альхамдулилля, по милости Аллаха, он нашелся, его вернули. Он тоже в плен попал. Его получилось вернуть из плена. Но брата все равно он так и не нашел. То есть вот эта вся трагедия случилась. И этот вопрос, он до сих пор не решен. И Россия никак не то чтобы не осудила эти все зверства, а, они даже как будто бы не заметили этого. То есть абсолютно эта вся ситуация умалчивается и в средствах массовой информации, и вообще в целом в российской истории новой этот факт нигде не озвучивается, как будто его не было. На самом деле эти зверства были предтечей к Чеченской войне. Некоторые высказывают предположение, что, может быть, вот эти зверства, они были учинены в столь большом масштабе, именно над мирными, для того, чтобы показать Дудаеву, вот что будет, если ты не подчинишься, не покоришься. То есть это как бы визуально было ему продемонстрировано. И, кстати говоря, есть выступление Дудаева старое, где он говорит об этом. То есть второй или третий день после вот этих зверств, после того, как это вышло, есть выступление Дудаева, где он в действительности, видно по его лицу, он растерян, он удивлен даже отчасти. И он говорит, я не ожидал, говорит, такого. То есть он реально до этого момента э, говорят, что не ожидал, что вот такое возможно, вот до такой степени. Фильм, который я видел сейчас перед выходом о трагедии в Ингушетии, и дело у нас дома с нашими братьями и сестрами, нас обязывает ко многому, очень ко многому. Поэтому методы и приемы российского руководства столь хищные, коварные, отвратительные, что только брезгливость вызывает. Он думал, что политически все-таки получится это все избежать войны. И с этого момента говорят, что он начал особенно сильно готовиться, понимая, что это была демонстрация того, что их ждет. Лично на меня эта ситуация, конечно, очень сильно повлияла. Потому что, в первую очередь, моя бабушка, которую я очень сильно любил и фактически меня воспитала, она была репрессированной, то есть она в ссылке была. И все время рассказывала, она хорошо помнила это время, она помнила, как их высылали. Она рассказывала все эти зверства, она рассказывала, как русские солдаты ворвались в их дом. Она рассказывала, как они бесцеремонно просто их швыряли по дому, просто вышвыривали из дома. А, Она рассказывала, когда ее мать пыталась собрать хоть что-то, потому что холодно, они понимали, что их выселяют, она пыталась собрать хоть что-то в дорогу, эм, какие-то сумки с собой взять, какой-то чемодан какой-то собрать хотя бы. То солдаты, она рассказывала, что солдаты швыряли эти вещи и прикладами ломали некоторые вещи, которые они хотели с собой взять. Э, Буквально раскидывали, говорили, это вам не нужно. То есть все их поведение указывало на то, что они едут в один конец. То есть они говорят, вам это не нужно. То есть это как будто бы человек, которого ведут на расстрел, пытается с собой взять там теплый свитер или шапку какую-то с собой пытается взять. Вот такое ощущение было. Она это все рассказывала. И, конечно, это очень серьезно отразилось на мне. А потом уже в 92 году, когда ее сын уже без вести пропал там, это тоже колоссальное влияние оказало на меня, на мое формирование как личности. Конечно, я жил и рос с ненавистью к русской власти во всех ее ипостасях, потому что бабушка была
репрессирована советской властью, а мой дядя, который, кстати говоря, тоже был мне очень близок, он был уже демократическим государством, так называемым, э, убит. И поэтому, конечно, это все для меня отражалось. И потом уже впоследствии, м, когда у тебя такой бэкграунд, как говорится, ты не можешь не высказывать где-то, не проявлять свою нетерпимость к этой власти, ко всему, что с ней ассоциируется. И ты рано или поздно попадаешь в поле зрения некоторых структур, и твоя жизнь вся идет именно по сценарию, который как будто бы заложен в тебе с самого детства. Я жалею только об одном, что сделал очень мало против них. Единственное, в чем я жалею, что я терял время. Если я мог бы отмотать время назад, с самого моего юношества, я не терял бы время. Я бы работал бы против них 24/7. Насколько это возможно. Это единственное, о чем я сожалею, что сделал мало. Надо было сделать больше. Люди, которые сегодня живут там, относительной безопасности, их как-то не коснулась ни война, ни репрессии, обошло мимо. Им кажется, что как будто бы все хорошо, но они не понимают, что они живут на пороховой бочке. Они живут в подвале у маньяка. И маньяк, если он 10 раз спустился в погреб, чтобы забрать свою очередную жертву, и 9 раз выбрал не тебя, и ты радуешься этому, то ты не понимаешь, где ты живешь и где ты находишься. Вот и все. И когда это осознание приходит, единственное, о чем ты жалеешь, что сделал мало. Нужно было как-то повлиять до того, как он пришел до твоего дома, до тебя лично. Кстати, это, кстати, это касается не конкретно даже личностей, но и государств, в том числе Украины, которая изо всех сил старалась, как могла, избежать этот конфликт. Я ни в коем случае не обвиняю ни Украину, ни украинцев, что они как-то упредительно не воевали против русских. Вопрос сейчас не в этом. Вопрос в том, что рано или поздно эта война пришла в дом украинцев. И также она придет к каждому, и к казахам, и к азербайджанцам, и другим, и третьим. И вопрос в том, чтобы не то, чтобы напасть первым, вопрос в том, чтобы быть готовым. Это раз. А во-вторых, быть таким, чтобы на тебя, прежде чем напасть, нужно было задуматься 10 раз. Это возможно только будучи суверенным государством со своей армией и с народом, который осознает и понимает, где его враг. Без этого никак. Если мы будем играть в гуманистов, пытаясь задобрить медведя, он все равно нападет рано или поздно, когда проголодается. Это не поможет. Невозможно задобрить медведя. Ну, выводы нужно сделать такие, что мы народ малочисленный относительно. Сил армии своей у нас нет. Если даже целым Кавказ взять, нам сложно. Враг очень коварный и очень мощный. Но у нас время от времени появляется промежуток, когда это государство под тяжестью своих преступлений рушится. И в этот момент очень важно сплотиться и создать свое независимое государство и укреплять его, понимая и радуясь, что нам удалось все-таки вырваться из этого ада, так называемых каскадов русских государств. Вот это самое важное. Конечно, мы должны способствовать развалу этого государства всячески и воспользоваться в момент, когда оно все-таки случится. Оно случается, с дозволения Аллаха, время от времени, как мы видим и как мы знаем. Вот что мы должны из этого понять.
То есть мы должны помнить былые обиды не для того, чтобы копить эту ненависть и как-то, чтобы эта ненависть съедала нас изнутри. Эта ненависть все-таки рано или поздно перерастает, если мы ее не используем в правильном русле, эта ненависть спадает и превращается просто в память. Здесь важно, чтобы эта память, в которую она превращается, она нас отрезвляла тот самый момент, когда мы должны воспользоваться своим шансом историческим. Вот что мы должны понимать и знать. И именно для этого мы это и говорим. И говорить об этом нужно не завуалированно, как многие пытаются сегодня, кто находится в России, ингуши, когда они говорят о репрессиях, они все-таки пытаются как-то сгладить углы, они говорят, там, выселение или там депортация – это была советская власть, она была плохая, а сейчас другая. Или когда мы говорим о 92-м году, они говорят, нет, это Ельцин был, если мы о 44-м году, это Сталин был. То есть это такая вот игра, когда ты пытаешься вывести из-под удара настоящих виновников. Русские никуда не ушли. Их имперские амбиции, их шовинизм, их ненависть к народам, она никуда не исчезла. Надо быть очень глупым, чтобы думать, что русские поменялись. Поэтому нужно понимать, я сейчас о русских говорю, а именно людях, которые государствообразующих людях. Той части людей, которые поддерживают государство и всячески не то что поддерживают, они готовы умирать за это государство. И им вот это государство в нынешнем виде, оно их устраивает только не устраивает их только в одном, что они считают его недостаточно кровожадным. Они считают его чрезмерно гуманистическим. Вот только в этом их претензия к своему государству. Именно об этих русских мы говорим. И их, к сожалению, во все времена большинство. Как и сейчас, как и в 92-м, как и в 44-м, как и в царское время. Как мы знаем, это не меняется. Поэтому говорить о том, что гипотетически в 2030 году российское государство развалится, Путин сгинет, и придут какие-то суперлиберальные демократы, не будем называть их имена, и так же, как в 91 году приедут в Назрань и будут обещать ингушам, что они вернут им Владикавказ, что они разрешат им жить по шариату, и все, что это суверенитеты, сколько они смогут проглотить, и все эти сказки. Вот в этот момент должна включаться историческая память, если она все-таки у нас хоть один раз сработает, она должна сработать, и мы должны сказать, это же было и не раз. Нет, мы вам не верим. Давайте вы как бы себе в Рязань, а мы здесь в Назране останемся на своей земле. Вот что мы должны понять для себя. И никакие сказки о том, что будет все хорошо, это не те русские, это и хорошие русские, и все такое, это абсолютно история в пользу бедных. Ровно для этого мы и работаем. Для того, чтобы эта память сработала в нужное время, во-первых. А во-вторых, все-таки был проект независимости для ингушей. Мы его формируем для будущего ингушского государства. Мы пытаемся заложить фундамент. Вот чем мы занимаемся. Многим кажется то, чем мы занимаемся, каким-то странным. Зачем это нужно? Россия еще сильна. Зачем вы себе проблемы создаете? И все в этом. Вот прагматически вот эти все разговоры, мы это слышим. Просто люди не понимают, когда самолет падает, никому не бывает дела до того, чтобы слушать стюардессу, которая показывает, как одеть ремень, как надеть жилет, как кислородную маску одеть. Именно поэтому это делается при взлете.
Именно. Хотя вероятность того, что самолет упадет, очень невелика. Но все-таки каждый раз при взлете стюардесса объясняет, как себя вести в экстренной ситуации. Потому что в момент падения самолета никто никого не слушает. Здесь то же самое. Мы делаем это сейчас для того, чтобы, когда настанет этот день, люди хотя бы примерно понимали, куда им стремиться и что делать.